Здравствуйте! В эфире субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главном. Когда душа поет и ноги в пляс идут. Хоть и устали, но усталости не чувствуем. Как многокрасочно и многоголосно отпраздновали День народного единства, увидел Дмитрий Аринин. Прославление единства. Путь иконы Казанской Божьей Матери сегодня и сквозь века проследила Лена Снатульна. Сельскохозяйственные ярмарки прошли сегодня в Татарстане. Здесь на ярмарке все есть, в принципе, и дешево, и свежее. Ценами интересовалась Диляра Низамова. От Дальнего Востока до Калининграда День народного единства отмечает сегодня вся Россия. Главная площадка, конечно же, в Москве. Здесь, на Красной площади, в честь торжества Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского. С памятной датой президент России поздравил и татарстанцев. В телеграмме в адрес Рустама Минниханова Владимир Путин отметил, что патриотизм, гражданственность и уважение к истории Отечества всегда помогали созидать державу и сегодня делают нас сильнее. И сегодня в Москве прошел прием в честь праздника. Его провел Владимир Путин. Татарстан представили как научные деятели, так и религиозные. Так, в частности, на приеме был муфти республики Камиль Хазрат Самигуллин. Сейчас он на связи с нами по телефону. Было очень приятно оказаться среди приглашенных на этом вечере. Самое главное и обнадеживающее, что отметил президент в своей речи, это необходимость сохранения разнообразия народов России. И еще назвал бесценным наследием многовековой опыт мирного проживания людей разных национальностей в нашей стране. И вот для татарстанцев очень важно услышать эти слова именно сейчас. В единстве народов сила многонациональной России. Об этом в своем обращении говорит и президент Татарстана. По словам Рустама Минниханова, День народного единства – праздник особенный, потому что преподносит урок единения для разных национальностей страны. Президент подчеркнул, что современный Татарстан является опорным субъектом России, который вносит значительный вклад в развитие страны. Масштабно, многокрасочно и многонационально сегодня отпраздновали День народного единства в Казани. Этнокультурный фестиваль «Наш дом Татарстан» собрал на одной сцене лучшие творческие коллективы республики. Как люди разного возраста, профессий и национальностей спелись в праздничный день, увидел Дмитрий Аринин. Праздничное настроение переполняет настолько, что петь начинают уже в заполненном лифте на пути на сцену. Хоть и устали, но усталости не чувствуем. Очень приятно, что мы приехали в Казань, нашу столицу. Сценические площадки на фестивале облюбовали и кулуары. Так русским вокалисткам готовы подыграть татарские гармонисты и кураисты. Все веселые кругом улыбки, приветливые лица. Все живем в дружбе в Татарстане. В Татарстане много национальностей живут, и это очень ценится. Весь цвет, вокал, ритм и артистизм народов Татарстана можно было увидеть на главной сцене. Здесь представители всех 173 национальностей устроили многочасовое представление. Сменяя друг друга в День народного единства, спели и сплясали более 800 человек. Как в своем поздравлении сказал Фарид Мухаммедшин, именно в таком многообразии есть сила и главное достояние республики. Для нас, татарстанцев, дороги все народы и культуры нашей республики. Есть хорошая пословица: какова земля, таковы и родники. Итак, тезис о том, что вместе веселее и наш общий дом Татарстан сегодня многократно звучал на самых разных языках мира. Хотим, чтобы все народы, все национальности жили в дружбе. Это, не ансамбль, а уже семья, можно сказать. Татарстан bizim evimiz. Татарстан мнам коркаено, мнам доре. Татарстан мане гыр. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня в РАНО направлены новые программы преподавания государственных и родных языков. Об этом сообщил Фарид Мухаммедшин в ходе заседания Президиума Госсовета. Он отметил, что переговоры с Министерством образования идут и есть понимание. По поручению президента республики я информирую вас, Рустам Нургалевич Минниханов, Кабинетом министров совместно с Министерством образования и науки
Республики Татарстан подготовлены новые стандарты, программы преподавания государственных языков и родных языков и направлены в образовательные учреждения Республики Татарстан. Госсовет решил продолжить 33-е заседание сессии 8 ноября. В этот день депутаты планируют заслушать доклады Энгеля Фаттахова и Ильдуса Нафикова. На сессии обсудят, как достигнутые решения согласуются с законами. В единстве сила веры из Казанского Кремля до места обретения иконы Казанской Божьей Матери сегодня шли крестным ходом православные. С этой иконы 4 века назад Минин и Пожарский освободили Москву. О чем сегодня просят заступницу России и когда у иконы будет свой храм. Лена Зинатуллина. Именно этот образ Богородицы сегодня прославляют по всей стране. Крестный ход в Казани начался с праздничной литургии в Благовещенском соборе Кремля. Хоругви, знамена и священный образ во главе. Крестным ходом от собора идут тысячи верующих. У многих в руках собственное изображение Богородицы со своей историей. Плиточник Андрей Панкрашин свою иконку привез из Орла, где строился храм. Я работал там, и мы там его, как говорится, уже отделали полностью. Вот мне подарили на Благовещение вот этот икону. История иконы Казанской Божьей Матери таинственная. Оригинал утрачен. В Казани сейчас список. Его подарил Папа Римский 12 лет назад. Святыня и для католиков. Мы присоединились к вам, ведь икона Казанской Божьей Матери очень особенная. Она хранилась и у Папы Иоанна Павла II в Ватикане, а еще много лет в португальском городе Фатима. Вокруг Кремля вслед за святыней к месту ее обретения. Конец маршрута – мужской Богородицкий монастырь. Сейчас здесь большая стройка, и по планам в следующем году завершится строительство храма Казанской иконы Божьей Матери. Считается, что именно на этом месте, на глубине около метра, нашли икону. После страшного пожара, который уничтожил часть Казани в 1529 году, сама Богородица явилась во сне 10-летней Матроне и велела откопать на попелище свой образ. 33 года спустя Казанскую Божью Матерь назвали заступницей России. С ней отряды Минина и Пожарского освободили от польских интервентов столицу и отечество. Икону завещал взять в полки ополчения патриарх Гермоген, некогда казанский митрополит. И не ошибся. Единство народа и помощь свыше – это и спасло страну тогда. Молитесь за Россию. Вспомните те смутные времена, к чему приводила рознь. Часы ожидания, чтобы прикоснуться к святыне и попросить у покровительницы самым сокровенным. Верующие говорят, это стоило того. Просветление, ощущение чего-то хорошего. Большой помощи ждем от Казанской Божьей Матери. Сегодня два праздника тесно переплелись, как и идеи свободы, единства и веры. Лена Зинатульна, Игорь Романов, ТНВ Казань. Паспорта тем, кто вступает в большую жизнь, цветы к мемориалам, всероссийских работ прямо на улице городов и сотни концертных площадок во всех уголках республики. Всю палитру праздника передаст Светлана Звонарева. День народного единства для многонационального Автограда – особенный праздник. В начале 70-х на стройку суда съехались люди разных национальностей со всего Советского Союза. Ненастная погода не стала помехой. В центре города сотни человек. Сегодня я считаю большой праздник для всех людей. В единстве сила, только в единстве можно что-то сделать. И вот поэтому мы с удовольствием, несмотря на то, что вот сейчас в прошлом году был ветер, позапрошлом году что-то, но народ приходит, народ знает, что в этом сила. В Нижнекамске праздник пришел вместе с хороводом России. Сотни горожан разных национальностей впервые приняли участие во Всероссийском фестивале. В Альметьевске сегодня шел по-настоящему зимний снег. Его в буквальном смысле растопили местные приверженцы здорового образа жизни. В День народного единства велосипедное общество отметило пробегом еще и годовщину своего образования. Велосипед и вот эти велодорожки позволяют объединиться. То есть нам сейчас в нашей стране нужно объединение и здоровый образ жизни, трезвый образ жизни. Сегодняшний день и для 30 альметьевских школьников стал незабываемым праздником. Они получили первый в своей жизни взрослый документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Мне очень приятно, что этот день совпал с 4 ноября, Днем народного единства, потому что именно в нашей республике объединены много республик, много народностей, которые в мире согласия. Да, которые живут в мире и согласии.
С раннего утра здесь прошла сельскохозяйственная ярмарка, которую позже сменила культурная программа, танцы народов мира, песни и театрализованные постановки. Праздник единства. Мы живем в Татарстане. Здесь живут и русские, и татары, и марийцы, и много других национальностей. И всем живем очень дружно. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. Друзья Крыма встретятся 6 ноября на полуострове. В этот день соберутся представители 30 стран на международную конференцию. Масштабная для Крыма встреча проходит в рамках празднования в России Дня народного единства. Как строительство мечети, праздник единства и конференция объединяют крымчан в эти дни. В репортаже нашего специального корреспондента на полуострове Дины Газалеевой. Просторная, новая и по плану одна из самых красивых на полуострове. Строительство дома Аллаха в Симферополе идет активно. Появились этажи административного здания. Одновременно реставрируются и православные храмы полуострова. Гостям предстоящей в эти дни международной конференции «Друзья Крыма» все это духовное наследие и заботу о нем планируют показать. Пока власти готовятся к приему зарубежных гостей, общественники празднуют День народного единства. Надо сегодня созидать, работать. Все демонстрации у нас были настолько мирные, люди выходили, свое мнение. А что эти бестолочи сделали? Продовольственную блокаду, энергетическую блокаду. И как можно к ним относиться? Встретятся друзья Крыма в Ливаде. Это то место, где в 1945 году по завершению Великой Отечественной войны решалось, каким будет новое устройство мира. А описывая положение дел в татарском мире и как ответ на льющиеся с Украины обвинения в нарушениях прав человека на полуострове, крымчане используют художественные обороты речи. Мозаика татарских народов, которые проживают на территории России, полностью восполнена. И вся картина татарского многоцветия на пространстве Российской Федерации засияла с особой силой. Крымчане настроены создать ассоциацию друзей Крыма. Форум народной дипломатии пройдет и в Ялте. Многие международные гости едут в Крым, заранее зная, что после этого у себя на родине будут подвергнуты притеснениям властей. Поэтому списки участников конференции до сих пор не афишируются. 6 ноября ждут на мероприятии татарстанцев. Стороны будут говорить о мирном и едином сосуществовании. Дина Газалеева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, ТНВ, Симферополь, Москва. К празднованию Дня народного единства присоединились и юноармейцы Татарстана. 200 школьников несли почетный караул и возложили цветы к вечному огню. Это дань памяти младшего поколения всем героям. Я чувствую, участвуя в этом мероприятии, гордость. Гордость, честь и уважение. Об этом сегодня говорят юноармейцы. 200 школьников со всего Татарстана в Казанском парке Победы чтят героев, чьи имена здесь высечены на камне на вечную память. Минута молчания. Парк безмолвствует, а вверх устремляются воздушные шары, как символ благодарности тем, кто подарил мирное небо. Венки, розы, гвоздики. В память о героях цветы к вечному огню. Такие вот акции очень важно проводить. Почему? Потому что уже с юных лет мы воспитаем будущих защитников нашей Родины. Вспоминаешь тех, кто погиб. Защищаешь как бы родину. Мы эту акцию проводили среди юномерцев впервые. Полагаем, что все-таки в День народного единства, в День Великой Победы и в День России, в День Конституции Республики Татарстан, в дни государственных праздников очень важно возвращаться к местам боевой славы, там, где сегодня хранится наша историческая память. Подобные вахты памяти проходят сегодня во всех районах Татарстана. В День народного единства важно помнить о главных героях страны. Алина Бережная, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. К другим темам. Попутный ветер сегодня не сопутствовал пассажирам авиакомпании «Нордвинд». Они ждали своего рейса с 2 часов ночи, но даже в полдень им не смогли подать авиасудно. Где находилось представительство компании, когда люди ждали рейса по 10 часов, знает Альбина Минибаева. Время вылета у нас 4:45. Вот, а теперь рейс на 12:30. 10 часов ожидания своего самолета в Москву. Пассажиры авиакомпании «Северный ветер» в аэропорту Казани с 2 часов ночи. Но их рейс явно обошел попутный ветер. Ждем. Силы на исходе. За полчаса до начала посадки нам объявили, что посадки на рейс не будет. Наш рейс переносится примерно на час-полтора. Такая же информация прозвучала еще через 1,5 часа. Так время оттянули до полудня. Практически за 12 часов ожидания представитель авиакомпании вышел к пассажирам лишь один раз. Вначале девушка подошла, нам сказала, что все это переносится, объявила это тихо. Мы начали задать вопросы. Через какое-то время она исчезла. И
и больше ее никто не видел. Здрасте, а что вы здесь спрятались? Надо было пойти, объяснить людям. Такого ветреного отношения пассажиры не ожидали. Представители авиакомпании им пришлось уже самим искать в аэропорту, но ответы на главные вопросы таки остались размытыми. Ни напитков после 7 часов, а вы должны уже через 3 часа, да, все это дело? Вы же знаете закон. Ну, а где это все? Питание готовится. За 10 часов ожидания самолета авиакомпания Норвей предоставила лишь напитки. Ни гостиницы, ни еды, конечно же, пассажирам компания уже не предоставила. Задержку рейса объяснили технической неисправностью авиасудна. Вот фотографии, которые пассажиры смогли сделать в зале ожидания. 2 человека что-то делали, периодически они уходили, периодически возвращались. Есть известия по поводу вылета? Без комментариев. Ситуацию казанское представительство авиакомпании решило оставить без комментариев. Еду пассажирам предоставили ближе к полудню. В каждом столе стоят контейнеры, получается, ланчбоксы. Зато о своей репутации в сети Инстаграм авиакомпания обеспокоилась чуть ли не в первую очередь. Все негативные комментарии были максимально быстро удалены, говорят пассажиры. В час дня после 11 часов ожидания самолет вылетел. Альбина Минибаева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане продлятся до 23 декабря. До поздней зимы в каждом районе республики можно будет приобрести свежую фермерскую продукцию по доступным ценам. Как первый снег повлиял на цены сезонных товаров, узнала Диляра Низамова. На ярмарке многолюдно. Кто-то пришел и в 6 утра, чтобы купить продукты подешевле. Здесь на ярмарке все есть, в принципе. И дешево, и свежее. Поэтому и ходим сюда по субботам. Устраивает, дешевые. В дальнейшем пусть тоже опять так продолжают. Несмотря на то, что цены гораздо ниже магазинных, такую планку устанавливает Минсельхоз, фермеры не в накладе. Мы участвуем на ярмарках каждую неделю и каждый год. И торговля очень хорошая. То, что производим сами в личном хозяйстве, продаем вот на ярмарках. В каждом районе города у потребителей свои особые пожелания. Например, в авиастроительном популярностью пользуется корм для скота. Специально для удобства потребителей были установлены такие ящики. Если вы не встретили на ярмарке ту продукцию, которую хотели бы приобрести, просто оставляете свою заявку, и при необходимости вам доставят заказ прямо домой. За качество продукции ручается Министерство сельского хозяйства. Об этом сегодня говорили в Доме правительства. До начала ярмарок и в процессе проведения качества продукции постоянно контролируют сотрудники ветеринарной службы и специалисты управления Россельхознадзора по республике. Сейчас на ярмарке овощи и зерновые, а с наступлением зимы появятся гуси и утки, которых горожане с удовольствием покупают в преддверии новогодних праздников. Диляра Низамова, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань». Когда в твоей упряжке лучший друг человека. Сегодня в Казани стартовали первые для нашей республики гонки на собаках в бесснежный период. Проверить, чья упряжка самая быстро, отправился Сергей Хайдаров. Гонки открывают детские забеги. Александра Салухудинова тренируется со своей собакой уже около 2 лет. Чувствую энергию, когда она меня тянет. Сегодня мы победим, потому что мы очень много тренировались. От самых маленьких к самым эффектным. К гонкам долго готовились не только организаторы, но и сами участники. Свой креатив им предложили проявить в костюмированном забеге. На старте пираты, феи и мушкетеры. А у собаки кличка случайно не Д'Артаньян? Нет, нет. У него кличка, у него имя Карпе Дием, а дома зовем Коди. Парик не мешал вам бежать? Мешал. Мешал? Ну, наверное, да. Крылья помогали быстрее. Однозначно. Бежать. Костюмированное шоу с участием собак сменили настоящие гонки. Такие впервые проводятся в Татарстане в бесснежный период. В упряжках породистые псы со всей страны. Победители определяют на 2 трассах – 1,5 и 5 километров. Сложнее всего здесь удержаться на колесах. В заключительном заезде участие принимают как 4, так и 6 собак. Их задача – тянуть за собой вот такой вот карт. Он тяжелее, чем обычный зимний вариант саней, но зато им можно управлять и на резких поворотах даже притормаживать. Поехали! Одним из лучших здесь оказался Сергей Полеев. После финиша он признался, что казанская трасса – одна из самых тяжелых на его памяти. Много поворотов, подъемы. Скоростные спуски, это просто великолепно. К сожалению, у нас в Нижегородской области нет такой идеальной трассы, как здесь. 150 участников сегодня показали. Такие гонки в Татарстане станут ежегодными. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Самые яркие кадры недели и самые запоминающиеся события в нашей традиционной рубрике в сети от Армана Костаняна. В
Всем привет! Я Арман Костанян, и я хочу выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Вот это уже стало мейнстримом. Все, кому не лень, баллотируются в президенты. По примеру Ксении Собчак, многие известные и не всем известные личности пожелали стать главой государства. Сначала Анфисе Чеховой предложили выдвинуться от партии добрых дел. Она решила, что россиянам нужна прививка добра, и сказала, что если ее пост в Инстаграме наберет 200 тысяч лайков, то она выдвинется. Пока что там 68 тысяч. Не менее известная девушка тоже решила пойти в президенты. Дорогие друзья, я Елена Беркова, и я хочу выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Во-во-во-во-во, полегче, не так резко, Елена. Но это еще не все. Екатерина Гордон тоже решила не упустить свой шанс. Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет, и я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Но, друзья, на этом новые кандидаты тоже не заканчиваются. Ирина Волынец из Казани, наша в буквальном смысле соседка, тоже решила не отставать. И в итоге у нас Ксения Собчак, Анфиса Чехова, Елена Беркова, Екатерина Гордон. Вот и сбылись наши опасения. Дом-2 пытается захватить власть в стране. А мы пойдем на выборы как на лобное место. Все, это фиаско. Криптовалюта стала уже настолько популярной и стремительно вошла в жизнь пользователей, что в одном из казанских магазинов уже появился вот такой банкомат, где можно купить спокойно, обменять свои рубли на криптовалюту. Вот что значит 21 век. Если валюта развивается, то асфальтоукладчики и не смогли приспособиться к технологиям. Мало того, что всегда кладут асфальт в дождь, так еще и очень нелепым и, я бы даже сказал, глупым способом. Ну, ребята, ну хотя бы каток бы привезли, а? Хотя бы каток. Но это уже ни в какие рамки не лезет. Многие помнят Рамиля Габитова, который делает татарские каверы на известные хиты. И вот, чтобы поднять вам настроение, послушаем один из них. Пока слишком не затанцевались, наша постоянная рубрика «В сети с президентом». На этой неделе президент не особо активен в Инстаграме. Оно и понятно, потому что Рустам Минниханов находится в краткосрочном отпуске. И вот такие фотографии из Арабских Эмиратов появляются на странице президента. Но, несмотря даже на отпуск, Рустам Минниханов все равно в работе. Фото со встречи с правителем одного из Эмиратов. Ну и пару кадров красивой природы. На этом пока все. Пожелаем хорошего отдыха и пойдем дальше. На днях начались разговоры о закрытии уже легендарного ночного клуба «Арена». Что с ним будет дальше, пока неизвестно. Но говорят, что переделают под офисы. Вот так. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыхание ветра. И напоследок топ-тем, которыми больше всего интересовались пользователи в Яндексе. Хэллоуин. Страшный праздник прошел в этот понедельник. Также в топе День автомобилиста. В этом году он был 29 октября. В этот день каждый автомобилист обязан переобуться в зимнюю резину. И, наконец, фильм «Матильда». Кто смотрел, пишите в комментариях, обсудим. На этом сегодня все. Пишите, комментируйте, выкладывайте фото и видео, обсуждайте. Короче говоря, будьте в сети. Пока! А далее в выпуске «Прогноз погоды». Увидимся в 21:30. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер». Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике осадков будет немного. Дневные температуры сохранятся плюсовыми. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет пасмурно. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит до 2 градусов мороза. Днем же будет плюс 2 градуса.
На северо-востоке Татарстана переменная облачность. К вечеру ожидается небольшой снег. Ночью -3, днем же +2 градуса. На севере республики малооблачно и без осадков. Ночью до 4 градусов мороза. Днем температура воздуха составит +2 градуса. На северо-западе республики малооблачно. Ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -4 градуса. Днем же преимущественно без осадков и до 2 градусов тепла. На юго-западе республики малооблачно, без осадков. Ночью -4, днем же до 2 градусов выше 0. В центральном районе Татарстана облачно, но осадки будут маловероятны. Ночью -3, днем же +2 градуса. В последующие сутки температурный фон существенно не изменится, осадки будут маловероятны. Спонсор выпуска ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте простуде и гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр ГАЗ Луидор Казань. Звоните 288 87 78. Предложение не является публичной офертой. Спонсор выпуска «Автоцентр Луидор Казань» – официальный дилер автомобилей марки ГАЗ на территории Республики Татарстан. Предоставляет услуги по продаже и доработке автомобилей на базе собственного предприятия. Услуги автосервиса, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Автоцентр Луидор Казань, Сибирский тракт, 59. В предстоящие сутки в Казани ожидается облачная погода. Ночью будет до 4 градусов мороза, днем же до 2 градусов выше 0. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ожидается магнитная буря. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок, татарстанская Швейцария. Слов нет. Питание чудо, шведский стол, комфортные переходы. Но цеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.